ближе всех вот в этой теме подошел Володя Березкин со своим вот это вот подобие танта, да, вот он похож на танта, и такая вот, и, видите, а-ля окисленная, нарочитая, такая грубая сталь. Ну, мне понравилось. Мне понравились все ножи, да, но при этом каждый из них имеет свое лицо, каждый из них, на удивление, очень классно отображает своего хозяина. Я лично знакомый со всеми, ну, кроме Володи, да, мы с ним лично не встречались, мы с ним много общались по телефону, по всяким средствам связи, но лично нет. И вот я могу судить о том, что действительно парни похожи на свои ножи, да. Ну, остальное вы сами можете продолжить, что поймете, что я имел в виду. Окей, друзья, ну вот я единственное хотел бы, вот у меня есть какой-то страшный кусок 12-миллиметрового троса, страшный кусок такой, да, и серьезный трос, которым я таскал джипы, мы привязывали к КАМАЗу, когда там что-то надо было. И вот для меня просто один из показателей того, как нож работает, это то, как скоро он разрежет. На самом деле я бы разрезал, наверное, за 2 реза вот этим серейтером, но просто вот неудобно камера стоит, я боялся как бы такой уголок изменить. Окей, сейчас я то же самое попробую сделать, или не знаю, ну, наверное, вот попробую еще раз согну, попробую порезать, допустим, вот этим. Смотрите, этот нож разделал с первого раза. Володя Березкин, берем нож Полякова. Потому что он широкий, его подклинивает. Видите? Ну, со второго рубанул. Так, сейчас я возьму другой хвостик, чтобы мне облегчить. Беру нож Саши Данилова, 12-миллиметровый, серьезный, просмоленный, пропитанный ерундой, дорожной грязью трос, который я вожу всегда с собой. Он с трудом гнется, понимаете, потому что это серьезная основная веревка. Ну, ой-ой. Ребят, увы, сейчас я добью. Но делаю с другой стороны хитро. Окей. Ну, все было по-честному. Как вы видели, да, прямой эфир без монтажа. Нож Володь Березкина срезал с первого раза за счет достаточно неширокого лезвия и, наверное, интересной заточки. Нож вот этот, который красавец Андрея Полякова, со второго раза, первый раз подклинило, потому что зато очень ровненький рез у него. Широкий, он прилип практически, к нему я не мог тащить даже лезвие. Ну вот этот нож, который от Александра Данилова, ну напрямую он, наверное, сколько, 4-5, да, старался, и как-то вот не очень хорошо он разрезал. Как вы видели, серейтер до конца тоже, вот он, ну, одна из проблем, да, вот серейтера, все-таки, ну, мы не должны его боготворить, поскольку есть всякие нюансы использования, но в данном случае получается, что вот этот тантоид сработал лучше, чем этот серейтер. Ну, чего я несказанно рад, поскольку все это мои ножи. Ну что, ребят, чуть подвожу итог тогда. Это был Вячеслав Черных, Токросс Сафари.
и обзор 3 ножей афро-якутов или якутских рейнджеров, изготовленных по моему дизайн-проекту, по моей задумке сделать утилитарный простой нож тантоид. И вот что из этого получилось. Ну, я уже все это изложил. Это был нож Александра Данилова из Якутска. Это был нож Владимира Березкина из Владимира. Это был нож Андрея Полякова из Москвы. Вячеслав Черных, Токросс Сафари. И у нас еще будет много всякого интересного. Спасибо вам большое. До свидания.